фотошута изначально. Вот очень интересно узнать ваше видение вот данного проекта. Что вы хотите донести, может быть? На самом деле хотелось бы использовать такой мультижанровый подход. И, конечно же, очень важно не романтизировать эскорт. Это очень такой главный посыл, который молодым, наверное, девушкам покажет, что эскорт — это очень сомнительное занятие. И сейчас, когда это стало немножко такой нормой, совсем не хочется преподносить это с какой-то хорошей стороны. И как раз мы это в сериале показываем, то, к чему может приводить такие решения. Уважаемые группы и актеры, я поздравляю нас с началом съемок. Я желаю нам сил, удачи, терпения. Мы долго шли, чтобы наш этот съемочный период начался. И я думаю, что очень надеюсь, очень хочу, чтобы в нашем сумасшедшем графике у нас оставалось место творчеству и вдохновению. Давайте похлопаем друг другу. Но в первую очередь, наверное, тем, что здесь у нас режиссер девушка. История о девушке, которая за какой-то легкими деньгами, за такой какой-то красивой жизнью, в погоне за этим, за всем, губит свою жизнь, судьбу. И эта история, опять-таки, такая достаточно социальная. И мы как раз ставили перед собой такую цель, чтобы не романтизировать эскорт и вообще эту сферу, что это на самом деле какая-то легкая история про то, как можно быстро что-то заработать, а наоборот, что это очень сильно может поломать жизнь, судьбу и ни к чему хорошему в итоге не приводит. В этой истории вообще полностью новый каст, то есть это не продолжение истории из первого сезона, а новая история, новая жертва эскорта. Кроме персонажа Калимы, новую героиню этого сезона играет Сабина Сиксимбаева, которая, мне кажется, очень хорошо справилась со своей ролью. Основная канва и то, что наша главная героиня попадает в передрягу, это осталось. И помимо как бы самого вот этого мира эскорта есть линия с детективом, то есть для тех, кто любит какие-то такие детективные истории, эта история тоже придется по вкусу. Изначально Дарина участвовала в тест-шуте, она позвала меня туда. Ну и вот оттуда началась эта история. Сыграли в тест-шуте, Дарина выиграла, и уже был дополнительный кастинг, где я прошла, и теперь я снимаюсь, да, в таком провокационном сериале. Ну, это, конечно, такой острый вопрос, именно родные, что скажут, да, вот в твоем случае, как это произошло, что они, как отреагировали? Родные, на удивление, все вообще меня поддержали. То есть у меня даже был разговор с мамой, где я говорила, что будет вот такая роль, что такие сцены, как ко мне отнесется аудитория, как это скажется на какой-то репутации. И я помню, мама такая, ну так это же роль, типа, что ты тут разнылась, все нормально. Так что вот, все нормально. Расскажите немного о персонаже, если вы с ним как-то изучили наверняка уже. Насколько вы, может, похожи где-то или, наоборот, нужно вживаться в роль? 80%, наверное, мы с ним очень сильно схожи. То есть я себя тоже так оцениваю, так же, как он себя оценивает. Я такой же тихоня, как он, такой же порядочный. Есть какие-то сложности у этого персонажа, которые вот мы с режиссером будем дорабатывать в любом случае в процессе. А так, Руслан — это прям я. Как вам новый актерский состав? Дебютантка в главной роли. Отлично. Мне очень комфортно с ней работать с первого дня. Очень правильно передает эмоции. Ну, вообще шикарная девочка. Как вам работается с Дариной? Тоже комфортно очень. Я, по-моему, я впервые работаю с режиссером женщиной, да, и достаточно хорошо, комфортно. Мы всегда обговариваем какие-то непонятные моменты, уточняем, обсуждаем. Она с легкостью принимает предложения со стороны актеров. То есть всегда можно где-то варьировать, что-то менять. Это мне всегда нравилось. Предложение вам поступало еще и на первую часть, насколько я знаю. А почему сейчас дали согласие поучаствовать
в новой части? Негізі предложениеға байланысты ғой, мысалы режиссердің айтқаны бойынша, сценаристің көзқарасы бойынша кастинг басында айтты главный рольға деп. Соны сразу сұрадым мен, ашық сценкалар қалай ол жағы деп едім. Ашық сценкалар бар деді, сүйіс ананы сразу жоқ деп өзімнің жаңа ойымды айттым. Сөйтіп едім, келесінде хабарласып, соның режиссер сізді қалап тұр, бір рольға келесіз ба, осы рольге сізді қарастырып жатыр деп. Басқа роль түсінді. Режиссер өте қатты ұнады, барлығын маған түсіндіріп берді. Осы персонаж бойынша сізді осы рольға алғымыз кеп тұр деп. Сізден басқа ешкім келмейді деп. Содан кейін бір жағынан режиссердің өзі таңдап тұрғаннан кейін енді өзім енді прям профессионалмын деп айта алмаймын. Енді сонда да кішкене соған енді қадам жасап келатқан адамбыз ғой. Сол себептен жаңағы режиссерға енді навстречу дейді ғой. Сөйтіп шықтым. Ашық сценкалары жоқ екен, сүйіс, пүйіс, ондай ештеңке жоқ. Тек сөздерінде ғана бір ерсі сөздері болмаса, жаңағы сол эскорт қыздарға байланысты. Так, ондай қисынсыз ешқандай басқа нелер жоқ. Этот человек в представлении не нуждается, я думаю. Ну что, Дархан, поздравляю с первым опытом. Спасибо. Какие эмоции, впечатления? Вообще, как в этот проект попали? Всем еще раз привет. Вот у меня друг Асхат сказал, вот там кастинг, может пойдешь? Говорю, ну давай, интересно, почему бы нет. Пообщались, почитал сценарий, ну, чуть-чуть там пришлось покричать. Ну ничего, нормально сказали, да, подходишь. А про персонажа пару слов. Вот. Какой он? Санжик, да, крутой персонаж. Ну, многие, кто читал текст, вообще говорят, не надо тебе в образ ходить, похоже. Надеюсь, классно получится, вам понравится. Роль, в принципе, мне понравилась. Я ознакомилась с сценарием. Подходит. Сама так тоже считаю, как и кастинг-директор. Интересный проект для меня, если честно. Да, как вы только что заметили, впервые я играю не комедийную роль. Интересно себя попробовать тоже. С Дариной мы немножко добавили в биографию какие-то элементы. К примеру, что он с маленького городка, он приехал в Алматы, хочет встать на ноги, у него все получается. И в какой-то степени на меня похоже. Тут дело в том, что я случайно попал на кастинг. Я пришел помочь другу, меня заметила Дарина, пригласила. Я не планировал сниматься, а просто узнал сценарий, узнал вообще, что там как. И оказалось, что сценарий достаточно такой интересный, и он такой пластичный, и можно что-то из него лепить. Ну вот я пошел, согласился. Я силовик, в больших погонах, полковник. В силовиках до полковника дослужить — это огромный труд. Ну и, конечно, характер. Но я свой вот такой жесткий характер повернул не в ту сторону. Взяточник, пользуюсь людьми. В общем, такой нехороший полицейский, вот, который только думает, чтобы набить карманы. И в процессе этого, конечно, ломает жизни людей. В основной состав хороший. Я вот поговорил с главной героиней, вроде бы в глазах огонь есть, самое главное. Тамирис, она очень спокойная, она умная девочка и хочет открыть свой бизнес, чтобы помочь сестре. А сестра, естественно, работает для нее. У них с сестрой очень близкие такие отношения. То есть они постоянно друг другу помогают. Ощущения очень непередаваемые. Я вчера прочитала сценарий. Да, я немножко в шоке, поэтому я думаю, что у меня получится. Моего персонажа, да, зовут Айгуль. Молодая, красивая девушка, уверенная в себе, замужем за одним из, можно так сказать, основных персонажей Санжаром. С Дариной мы уже знакомы с нашего прошлого проекта. Как и все, проходила кастинг, получается. Никаких блатов-сватов, так скажем. Эскорт, новый вызов с новыми героями. Смотрите, ждите.